Первым делом тренировки, а шелковый путь потом, точнее уже через 2 недели. Отправятся на гонку 7 экипажей КамАЗ-мастера. Среди участников немало новых лиц, в том числе механик Искандер Романов, который поедет в составе экипажа Эдуарда Николаева. Я абсолютно спокоен и уверен в нашем экипаже, потому что каждый из нашего экипажа отвечает за свою часть работы, и это на самом деле супер, потому что ты можешь сконцентрироваться на чем-то своем. Работа найдется. За 10 этапов шелкового пути гонщики преодолеют более 5000 километров. 7 машин из одной команды туда отправятся впервые за историю гонки. Очень мало соревнований, очень мало практики. И поэтому мы ищем любую возможность, чтобы экипажи именно на трассе тренировались, не теряли свой навык, опыт. Также молодые дать дорогу, чтобы они развивались и росли. Как развиваются и растут автогонщики, на себе испытали российские журналисты и партнеры команды. Привыкаешь, и поэтому говоришь, здесь газу, здесь не газу, а потом я полненький, поэтому машина почти не ехала. А на единственном в команде капотнике Айрата Мардеева улучшили подвеску. Теперь она более мягкая и приспосабливается к неровностям трассы. Мы полностью заменили раму на этом автомобиле. В принципе, автомобиль остался таким же, как и был на Дакаре. Да, мы некоторые изменения в настройках внесли, все привыкаем. Можно сказать, что это те машины, на которых мы поедем на Дакар 2022 года. Ну, конечно, с какими-то еще изменениями и так далее. Но вот все то, что мы успели придумать, успели воплотить, будет сейчас испытывать. И, естественно, надеемся на хороший результат. Гонка «Шелковый путь» пройдет в этом году в России и Монголии. Стартует она в Омске 1 июля, а завершится в Улан-Баторе 11-го. Готовится к гонке грузовик КамАЗ-мастер с новейшей кабиной К5. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.